Станислав Лакоба, ученый, историк, депутат первого созыва Абхазского парламента, соратник Владислава Григорьевича Ардзинба. Станислав Зосимович, вы начинали работать с Владиславом Ардзинба еще до того, как он стал президентом, еще до войны. Расскажите о том, как вы начинали с ним сотрудничать. Это же было сотрудничество двух больших умов, двух ученых. Сейчас я точную дату вам не могу сказать, но я помню, что это был где-то в 80-е годы, начало 80-х годов, потому что еще гостиница «Абхазия», она была не сгоревшей. То есть это произошло в 85-м году, а я проходил вот где сейчас Чегем, и там меня остановил человек известный в Сухуми, в Абхазии. И он говорит: ты знаешь Владислава? Я говорю: какого Ардзинба? Я говорю, слышал, но я говорю, не знаю. Подожди, вот сейчас он подойдет сюда, я тебя познакомлю. И он подошел со стороны, Прохлада называлась, или Брехаловка. Брехаловка была вообще не там, где сейчас ее называют. Это постояльцы, которые были там, перешли сюда в кафе у окопа, стали называть Брехаловка. А Брехаловка на самом деле была там. Вот. Но он там с кем-то общался и как раз вот подошел это аллея Пальм знаменитая в Вашингтоне. И подошел молодой человек, он был с бородой такой. Вот. И оказывается, у него был траур в связи с гибелью брата. Потому что брата, в общем, убили. А потом уже продолжилось знакомство в Москве. Он Какое первое в впечатление у вас было об этом человеке? Потому что многие говорят о том, что от него какая-то безумная энергетика исходила. Присутствовал, что вот он пассионарий такой сам по себе, понимаете? Для меня что было самое главное? То, что он был очень увлеченный человек, он занимался археологией. Я тогда занимался археологией, историей тоже в этот период. Георгий Алексеевич Дзидзария, например. Даже вот такой факт был очень интересный. Кстати, о нем вообще никто, мне кажется, не знает. У Георгия Алексеевича, 3 сына. Старший сын был Астамур. Мазик Дзидзария. И вот Мазика была такая, сложилась ситуация, что Владислава должны были призвать в армию. Но он подавал большие надежды и уезжал в аспирантуру. И Георгий Алексеевич своему сыну говорит: знаешь что, там толковый парень есть, один Ардзинба. Вот. И нам нужно, чтобы он продолжил учебу, а ты пойди в армию. И он отправил Мазика в армию. Вообще это, вот для сегодняшнего дня вообще кажется очень удивительным. Вот, он был в институте востоковедения, работал. В общем, после этого уже завязались у нас более тесные отношения. Потом он в Абхазский институт, в общем, пришел. Это в 1988 году. Георгий Алексеевич Дзидзария скончался, он был мой руководитель. И там, в общем-то, были выборы в институте. И очень многие были за, но и были те, которые как-то сомневались, у них были другие планы, там другие кандидатуры, но мы все, конечно, поддержали Владислава Григорьевича. Почему поддержали его? Что говорило вам о том, что этот человек должен возглавить? Потому что требовалось все же обновление, понимаете. Он был молодой, был передовых взглядов человек, в общем. И, естественно, это отвечало нашим общим интересам. Тем более это был уже 88-й год, когда далеко не спокойно уже было. Многие там события намечались. В 89 году я уже был заведующим отделом истории, и мы плотно работали с ним. И вот издали целую серию книг, тех, которые вообще немыслимо было, что они могли выйти, понимаете? Это какие, например? Например, учебное пособие «История Абхазии», 91-93 год, 2 издания. Накануне войны вышло, и потом в 93 году переиздали. Каким образом это удалось? Абхазия, документы свидетельствуют. Там под редакцией Сагария, Ачуба, Пачулия, Валико. Вот. Очерки политической истории Абхазии. Моя книга вышла в 90-м году.
То есть это немыслимо было, А понимаете? почему удалось? Как удалось? Если было немыслимо, каким образом получилось это издать? Ну, получилось, потому что Может, уже время такое наступили было? времена другие, да, было послабление в этом плане. Уже не было так называемого цензурного кабинета, что ли, который был вот в обкоме партии, все это читалось, я имею в виду даже вплоть до газет, и отмечали там ошибки, и наказывали людей, вот. Не говоря уже о научной продукции, там вообще было сложно. Расскажите о вашей встрече в Москве с Владиславом Григорьевичем. Ну, в Москве мы встретились, в общем, пообщались, о многом говорили. Он еще не был тогда, естественно, директором нашего института. Он заведовал сектором Института востоковедения. В этой моей книге «Очерки политической истории Абхазии» там очень много ссылок идет на его архив, потому что он получил доступ тогда в закрытый архив КГБ. Председатель КГБ Крючков его допустил, потому что он был депутатом, участником съезда. Вот в эти годы, я имею в виду 89-91 год, и там была такая, в общем-то, перспектива довольно большая у него, что он мог получить доступ к документам, вот в частности к документам Нестора Лакоба, Сари, Эшба, Рауфа, абхазских юношей. То есть он очень много он сидел, выписывал от руки, что было очень ценно, конечно. А потом копии он передал мне, этих документов. Вот. И То есть вот, все это послужило основой для ваших уже будущих научных работ? нет, но это послужило, во всяком случае, для определенной части 30-х, 50-х годов. Это послужило основой, естественно. Вот и эти факты и документы, которые были вообще неизвестны, они легли в основу. Там делается ссылка, архив В.А. Арзенда, в смысле, что он как бы нашел эти вещи. Ну, помимо того, что было, в общем, и другое, но были такие вещи, которые подтверждали, понимаете, то, что было ранее известно, потому что были совершенно неизвестные вещи. Очень загорелся, просто не вылазил оттуда. Ему выделили в комнате место небольшое, и вот туда приносили, как он рассказывал, он выписывал, после этого уносили документы, потом по запросу опять приносили. Он был такой человек увлекающийся, то есть он Очень. погружался в тему, которой занимался. Но он досконально, конечно. Я думаю, что вот он и работал в кабинете таким образом. Понимаете, там было полно всегда материалов, и всегда лежала вот перьевая ручка, он любил это, чернила. И он, в общем, вовсю работал как машина. Так хорошо у него так рука ложилась на бумагу. И, кстати говоря, почерк был у него очень ясный, четкий. Очень интересный почерк. И, кстати говоря, потом я как-то обратил внимание, ему тоже сказал: слушай, твой почерк похож на Нестора Лакоба почерк. Ну вот так как-то получилось. И на самом деле похоже. Вы неоднократно сравнивали его с Нестором Лакоба. Однажды такое случилось, когда он отправился на переговоры в Тбилиси. Вы тогда его предупреждали о том, что не стоит этого делать. Расскажите эту историю, пожалуйста. Ну, я много раз говорил об этом. Это было в августе 97 года, как сейчас я помню. Вот, он меня пригласил. Вот, я уже не был депутатом тогда. Это было 11 августа. Встреча была здесь, вот у него в кабинете. Но когда я пришел там, я даже помню, кто был. Там был Сократ Рачевич Джинджоли, там был вице-президент Аржба, Сергей Шамба был, Джергения был, Астамур Тания был. Ну и вот когда разговор об этом как бы зашел, я сказал: каким образом вы себе это представляете, вашу поездку туда? Что посмотрите, аджарские
глава Абашидзе, он не ездит в Тбилиси, а вы после такой войны решили поехать? Каким образом? Еще не скажите, что это будет 14 августа. Это на него очень сильно произвело впечатление. Он аж так встрепенулся, ему это очень не понравилось, но он решил, что я что-то знаю, понимаете? Но я понятия не имел, что это будет. Я сказал, ни в коем случае. Потом я говорю, судьбу Нестора Лакоба, как, вы забыли, что ли, что произошло, случилось? Я тогда как-то предупреждал и, в принципе, говорил, что не следует это делать. Единственный, кто попытался, как-то что-то сказать, был Сократ Рачич, но его резко оборвали. Вот, резко оборвали, он был недоволен. Я сказал, если вы поедете туда, особенно 14-го, хорошо, поезжайте, только не 14-го, если уже такие условия. Потому что выяснилось, что там Примаков, что это невозможно отложить. Я говорю, а почему именно в эту сакральную дату, 14 августа? Вас встретят, он вас облобызает, Шеварднадзе, все. Покажут это по телевидению, по всем каналам в день памяти, когда придут. И это все увидят по телевидению, это же будет катастрофа. И так произошло на самом деле. Это очень сильно тогда ударило по, конечно, авторитету его. Очень сильно ударило. Но какое-то время так получилось. Вот он был недоволен, он сказал, в общем, до свидания, развернулся и ушел. Все остались там. Потом один меня, кто был, догнал на лестнице, видимо, он сказал, пойди проведи, догнал меня. Как ты хорошо ему сказал. Я говорю, что ж ты молчал-то? А после этой встречи в Тбилиси Владислав Григорьевич встречался с вами? Он обсуждал? Знаете, я вам могу рассказать одну такую вещь. Он как-то, это всегда как-то присутствовал, но не хотел это вспоминать. И вдруг Гена Гагулия, когда стал очередной раз главой администрации, конечно, он был, и он что-то меня стал искать, слушай, я хочу, Слава, с тобой поговорить, я думаю, что такое. А мы уже фактически там и контактов особых не было. И вот там целый ряд обстоятельств всяких был. И он говорит, слушай, я был у Владислава, ты знаешь, так неважно себя чувствовал, и там зашли какие-то люди, говорят, какие-то там тоже чиновники. И он, говорит, их выгнал всех, прогнал. И говорит, вот и все молчали тогда. Только он, которого вы поносите, он был против. Нельзя исключать, что могло быть какое-то воздействие. И что самое интересное, он сам так начал думать. Понимаете? Станислав Зосимович, насколько я знаю, насколько мне рассказывали, вы часто критиковали открыто в лицо Владислава Ардзинба, оспаривали его какие-то решения. Это не так было, что прямо там оспаривал. У нас вообще с ним всегда в форме беседы все было. Не так, что я там прямо против был. Это неправда. Просто у нас... Вообще он предполагал всегда беседу. Он слушал. Как он даже говорил иной раз там, мне надо там Анрика послушать и тебя, потому что тот говорит совершенно, а ты, мол, более так, а я что-то середину выбираю. Но это вот его мнение было. Я даже помню какой-то момент, когда было очень тяжело, и со всех сторон давили, и он мне говорит, Слава, если бы ты знал, как я сейчас понимаю Нестора Лакоба, если бы ты знал, как я сейчас понимаю, в каких условиях вообще. Очень такой человек, очень тонкий, утонченный человек, хорошо чувствовал. Он моментально чувствовал, допустим, мое настроение. Понимаете, вот именно так. И говорил, он для меня как барометр, всегда говорил. Этот момент был. Вот, в частности, во время войны, тоже в Гудаутах, когда где-то с конца марта и вот 93-го года в Гудаутах там был домик, где он жил, там офис у него. Я туда приходил, и он сам часто, просил, приходи, говорит. Я приходил, а потом в беседке мы как-то сидели, там обсуждали. Не только я, еще и депутаты приходили и так далее. Мы шутили часто тоже. Он как-то вышел в таком хорошем настроении. Лакоба, я тебя вызываю на дуэль. Я говорю, конечно, тебе легко вызвать меня на дуэль. Он говорит, почему? Потому что ты вооружен, а я нет.
Он так посмотрел. Потом я говорю, ну хотя у нас, видимо, ты думаешь, что эта фамилия сама по себе стреляет. Говорю, в чем дело? Я говорю, депутаты, ребята, хотя бы какие-то пистолеты получили. Вот он выдал тогда впервые там пистолеты, оружие. Это был такой праздник для многих людей. Ну, просто вот как бы уделил такое внимание, понимаете? Вы помните его с тех времен, когда он был ученым. Затем началась война. Он взял на себя командование абхазской армией. Как вот эта трансформация из ученого в военачальника, как она происходила? Это был какой-то процесс или это произошло как бы само собой? Вы знаете, это естественно как-то было. Видимо, в нем это все сочеталось. Вот для меня вообще загадка была. Он мог разбираться в таких тонкостях, знаете, юридических, правовых. То есть он по-настоящему был государственный человек, понимаете? Вот, до мозга костей, со всей ответственностью. Человек, который готов был положить свою жизнь на алтарь, понимаете? Вот. Еще один очень такой момент был тревожный и очень сложный, да, для всей Абхазии, для Владислава Ардзинба. Это 3 сентября 1992 года, когда было подписано соглашение между Россией, Грузией и Абхазией. Ну, да. Расскажите, как далось ему решение подписать соглашение, с абсолютно не отражающее интересы Абхазии? Ну, не совсем так, что не совсем отражающий. Там все же он настоял на некоторых пунктах, которые вернули, о добровольцах, например, чтобы там не было никаких репрессий и так далее. Я считаю, что он просто героически себя повел тогда. Не просто героически, это надо было колоссальную выдержку иметь, чтобы через все это пройти. Вообще, какое давление со всех сторон. Если даже, я извиняюсь, даже улицу подкидывать стали вот со стороны Грузии. Даже вот до этого доходили. Криминалитет подняли весь и так далее. Чтобы, ну, грубо говоря, наехать на человека. И все же он выдержал, видите. Я, например, считаю, что вот его потом пресс-конференция, то есть вот эта встреча, подход к журналистам, он фактически дезавуировал все. И он просто блестяще вышел из этой обстановки, ситуации, понимаете? И он только выиграл. Вы не помните, как Ельцин был какой удивленный, когда после всего, что произошло, я сейчас точно не помню, он сказал, вот, мы все же ради уважения к вам, ваши слова, Борис Николаевич, что народ не останется без защиты и все такое прочее. То есть он об этом сказал. Об этом сказал, это широко разошлось. Шеварднадзе стоял, не знал, что делать, он ему руку не давал, там, помните, потом там насильно пытались соединить. Потом уже прошло достаточно время, и мне один человек сказал, что Наина Иосифовна, жена Ельцина, смотрела это и сказала, как вы издевались над этим парнем. И, в общем, она на его защиту стала. И потом сам Владислав мне говорит, ты представляешь, после этого для меня открылись все двери. И все, правительство, все они готовы были нам дать. И такие приемы везде были просто сногсшибательные. То есть Вот. это был какой-то момент истины? Да, да, конечно. Он переиграл, и даже что-то такое человеческое в Ельцине тоже сыграл. Я так думаю. Вот он, например, говорил, как Гайдар. Я, говорит, ни секунды не ждал никогда. Гайдар чуть ли не в дверях его встречал и к себе приводил. И все подписывал, все вот документы. То, что касается Абхазии, была дана команда такая. А вот в Гудаутах, конечно, были такие настроения среди определенной части, в том числе среди некоторых его родственников, которые караул, пропали, нас предали, нас сдали, а мы говорили, что вы ерундой занимаетесь, это же не так все. Перед поездкой в Москву он обсуждал как-то с вами эти планы, что будет происходить, что делать, как поступать? Конечно. Это же было как? Тревожное время, это было наступление. Они пытались прорвать Ишерский фронт. Его отложили встречу, потому что давали возможность Шеварднадзе все же, понимаете, сделать свое дело, но не получилось у них. Это кто давал? Ну, по согласованию, я думаю, и Ельцин тоже был зависимый человек. В общем, я думаю, они хотели
во что бы то ни стало прорвать эту линию фронта, и тогда ни о чем речи не могло быть, ни о какой встрече, ни 3 сентября. И, конечно, было. Более того, мы обсуждали, кто поедет в парламенте. В Гудауте мы обсуждали. Мы делегировали 2 людей. Его и Воронова Юрия Николаевича. Вот. А там потом появились некоторые люди, которых мы не делегировали с нашей стороны. И вообще с чьей стороны они были, тоже вопрос. Непонятно. Там много чего было, понимаете. Потому что он потом мне говорил, представляешь, и наши, говорит, некоторые сидят, один справа, другой слева, толкают, подписывай. Тогда была попытка осудить добровольцев, которые прибывали из России на помощь Да. абхазскому народу. Вот это решение сделать так, чтобы ни в коем случае не дискредитировать этих людей. Это Но было... он приложил очень, он сказал, если бы этого не было, я бы пошел уже, не подписал бы никогда. Они это почувствовали и потом вернули этот пункт. Вот. Я считаю, что в этом плане он рыцарски поступил. Вообще был, вот некоторые, знаете, говорят, вот, особенно сейчас, вот у нас такой-то, вот у нас, начинают сравнивать, говорить, какие у нас президенты. Слушайте, он один был, другого не было. Близко никто не стоял там, понимаете, не надо. Ни в обиду никому будет сказано, не надо. Шутили часто, да. Что после... Какую-нибудь шутку смешную вспомните? Там много было, все не расскажешь. А, вот события недавно вспоминали тоже, да, в Сухумской бухте, когда бронетехника вышла, помните? Начали корабли, в общем, наши арестовали корабль. Там интересная история была. Это какой год был? Это 26 марта 1995 года, воскресенье. Это было здесь, в бухте. Вот сейчас там по-разному это рассказывают. Дело в том, что в эти дни Шеварднадзе находился с визитом в Москве. Вот. И они договаривались, видимо, там о базах, обо всех этих вопросах. Это было вот в этой бухте. Я почему говорю воскресенье, еще в субботу арестовали судно. Они ни за что не отдавали. И, видимо, определенные круги в России по требованию Шеварднадзе, который хотел, чтобы суда наши досматривали, идущие там из Турции и так далее, в основном из Турции, чтобы досматривали в Поте. Понимаете? Не здесь, а в Поте. Ну, естественно, это, извините, считайте, что все под колпаком, под контролем. И вот они решили, пока он там, арестовали пограничники судна, там вышли, как Сан Саныч Воинский вышел на своем этом, со своим флотом. Ну, флотом в кавычках, конечно, несколько кораблей. Вот. А так получилось, да, он позвонил, говорит, ты где? Я говорю, а что? Ну, я буду на работе. Я пришел, и Даур Барганджи был тоже со мной. Пришел, никого нет, он один сидит. Куда-то пытается звонить, никто вообще не поднимает трубку, никакой связи ни с кем нет. Он с Россией хотел как-то с кем-то поговорить, как это бывало. А связь, в общем-то, ну, короче говоря, никто не берет эту трубку. Ну и сидим там, и в это время прилетел. Это был командующий Северо-Кавказским пограничным округом, генерал. Ну, как сейчас помню его, такого невысокого роста. Ну, и он стал говорить, что вот нет, запрещено, там это-то все, нельзя. А Владислав говорит, ну и что теперь? Вот досмотр будет в Поте. А мы стоим, ну я мог, понимаете, иногда серьезно там в шутку сказать, и он меня тут же понимал, Владислав. И когда сказал он Поте, я в присутствии этого человека говорю Владиславу, Владислав, придется брать Поте. И вдруг он, я вас прошу, ни одного движения, ничего не делайте. Убежал, я по ЗАСу. ЗАС это закрытая связь, он куда-то уехал на маяк. В общем, его не было, наверное, на минут 20 или полчаса.
И вдруг звонок Владиславу. И звонит Черномырдин, премьер-министр. И с Владиславом говорит о чем-то. В общем, такой вроде бы хороший разговор. Я вижу по лицу, ну, Владислав как-то пришел в себя и так далее. Потом трубку положил, Владислав засмеялся и говорит: ты представляешь, что? Он говорит, что Ельцину, когда доложили, он сказал: да, а я думал, Поти это Анапа. Ну вот такие даже бывали курьезы, понимаете? То есть получается, что это грузины, воспользовавшись своими связями с Ельциным, решили сделать так, чтобы грузы из Турции проходили Грузия- таможенный контроль в Поте. Понимаете, Грузия же, из-за чего вообще вся военные действия здесь произошли? Вот. То, о чем говорил Джаба Юселянин, кстати говоря, он говорил, Шеварднадзе не делает. Потому что он фактически дал обещание, когда он придет в Грузию, Грузия станет членом СНГ. А он начал тянуть, голову морочить, понимаете? Он и вооружение получил, хотя по Ташкентскому соглашению, хотя он не был членом СНГ. Ельцин даже на это пошел. Потом он заверил, что в течение 2 дней он решит вопрос здесь, понимаете? И есть в воспоминаниях у Джабы Юселяня такая фраза. Он обращается к Шеварднадзе и говорит: что ты делаешь? Ты что делаешь? Надо вступать в СНГ. А тот говорит: сначала надо разобраться с Абхазией. Вот дословно он говорит. А на что Джаба ему классически ответил: да, говорит, если в Москве чихнут, у тебя будет двустороннее воспаление легких. Ну это по сути вот так и произошло. Почему я вспоминаю 93-й год, сразу после проигрыша, в октябре, в начале октября Грузия становится членом СНГ. 95-й год они еще как бы в СНГ, понимаете? Вот. И вынуждены были в России считаться тоже с их интересами, базы там и все такое прочее. Ну и решили малым пожертвовать вот здесь как бы. А Абхазию отрезать от всего, когда, извините, там блокада, здесь блокада, а что делать? Вот, так что ситуация была очень непростая. Станислав Засимович, давайте И вспомним. отношения были такие очень вообще пророссийские у всех, понимаете? Это как воспринималось? Блокада, еще тебя закрывают, еще это вообще... А в чем вот этот секрет, да? То есть с Россией отношения были достаточно напряженными, да, в связи с этой блокадой, но при этом и население, и сам Владислав Григорьевич тоже были настроены исключительно пророссийски. В чем секрет? Это не секрет, это просто как бы сама история новейшая говорила об этом, понимаете? То есть Владислав Григорьевич понимал, что кроме как с Россией выстроить отношения не получится геополитически никак. Конечно, и он говорил об этом. Нет, а с кем? Что вы думаете, какие-то особые на кого-то были, на других надежды? Я помню, после войны пресс-конференцию он давал, здесь очень много журналистов, очень много было, там и западные журналисты, и российские. И там такой кто-то задал вопрос: на кого вы ориентируетесь, на кого вы ориентируетесь. Он так посмотрел, Владислав говорит: мы ориентируемся на Запад. Эти обрадовались, а российские удивились. Он говорит: ну на Западе же от нас, на северо-западе Россия находится. Ну вот как-то такой момент тоже был. Станислав Засимович, давайте вспомним время накануне войны, когда 23 июля 1992 года Абхазия перешла на Конституцию 25 года. И вот тогда вы тоже неоднозначно отреагировали на это событие. Почему? Я вам объясню, почему. Ну как неоднозначно? Для меня было это очевидно совершенно. Просто выхода другого просто не было, не оставили выхода. Что было 23 июля, когда мы принимали это решение, Шеварднадзе находился в Мегрелии. И там были карательные операции, их страшно поступили там вообще с ними, понимаете? Ну, настоящий террор учинили. Ну, карательная экспедиция была. И на этом фоне мы принимаем, ясно, что надо было принимать, понимаете? Почему надо было ее принять? Объясните. Потому что в Грузии была уже своя как бы конституция, хотя это временная меньшевистская Грузия времен Жордании 21 года.
А нам нужно было перейти на Конституцию 25 года, где сказано, что это суверенное государство. Но вместе с тем говорилось о том, что мы можем какие-то налаживать отношения с Грузией, там, договариваться. Равноправные. Договариваться о равноправных отношениях. Ну, по большому счету, о чем? Это же издевательство было. СССР нет. 23 июля в декабре 91 года СССР нет. Грузинская часть настаивает, что поставить это наименование АССР. Ну, это не смешно. Татарстан перешел. Республика Татарстан, Республика Башкирия, Республика Алтай. Что такого было? Вот миллион раз говорили это грузинской делегации, депутации. Вот, кстати говоря, сейчас Напу Месхе, вот он издал как-то свои воспоминания. И там говорится об этом. Он говорит, сколько ошибок мы вообще допустили, что мы натворили. Грузины. Конечно, они потом, депутации, ушли, они там, когда в мае, кажется, они ушли, больше не появлялись потом, понимаете, на заседаниях. Ну как, это необходимо было принять. Во-первых, герб, флаг, понимаете, а как? То есть мы остаемся в составе Грузии, вот что получалось. Хотя они сами отменили Конституцию, отменили все дела, по которым Абхазия имела какие-то связи с Грузией. Они сами это аннулировали. Конституцию 1978 года Грузии, Абхазия, они же все сказали, это советский период, это нам не нужно. Но если не нужно, Абхазия так в какое время оказалась с вами в едином, так сказать, государстве и каким образом? И Владислав Григорьевич в этой ситуации, последнее слово было за ним. Насколько он долго размышлял, как он взвешивал все за и против? Или это было однозначное решение, нужно переходить, и впоследствии мы берем ответственность на себя? Было решения. Он же не случайно как-то он все всегда продумал. Он не случайно мне позвонил вечером, сказал, завтра пора ему. Вот, надо было на выходе, понимаете, он хотел все же, но другой бы не слушал вообще мнение, принял решение, принял. Я просто его озадачил. Я ему сказал правду. Ну что может быть? Ничего хорошего, если там война. Здесь какая реакция будет? Ну понятно же, какая. Не со своей колокольни же надо смотреть. Как вот сейчас часто у нас только с нашей колокольни смотрят на процесс, а с колокольни другой не в состоянии посмотреть. 23 июля 1992 года Абхазия перешла на Конституцию 25 года, в которой говорилось о ее праве на суверенитет и свободный выход из состава союзного государства. И Станислав Засимович тогда, когда вы узнали, что Владислав Ардзинба собирается принять такое решение, вы ему сказали, что это война. Ну, потому что все к этому шло. Я, между прочим, еще 29 февраля 1992 года, вот, такая большая у меня статья вышла в Республике Абхазия, «Восток и Запад между молотом и наковальней», где я в самом конце говорю, под каким предлогом может быть развязана война и как может Грузия вступить сюда. И сказал, что под предлогом железной дороги. Так и случилось. Да. И потом у меня еще была какая-то статья, выходила такая газета «21 век». Редактор был Томас Кенцпа. Он все время, как не увидит меня, все время спрашивает. Я ее написал, дату уже обычно не пишешь, 22 июня 1992 года. А газета его вышла в июле. И там последняя фраза у меня и многоточие «Доживем до августа». Да, очень такие сакральные, да. Он почему-то решил все время спрашивать: Слава, ну как ты так сказал? Почти пророчески. Тут 22 июня, начало Великой Отечественной войны, и август – это начало нашей Отечественной войны народа Абхазии. Да, фактически вот так получилось. Это вот безо всякого, я говорю. Ну, были еще интересные у нас зарубежные поездки, там, конечно, где он себя проявил. Вообще гигант, конечно, был. Станислав Засимович... Другой, кто бы ни был, никто бы не смог эту ношу потянуть. Как он находил аргументы для общения с Западом? А вот вы знаете, он такой был пассионарий, он просто зажигал всех. Огромные пресс-конференции в Женеве, я помню, проводил, как он выступал, как говорил, как он с ним.
Мало того, что он был и, в общем-то, и неуступчивый, понимаете, но и в каких-то вопросах он шел на компромисс. И, кстати говоря, только при нем самый высокий уровень приема абхазского президента, это был, в общем-то, при нем. Это был март 1994 года в Нью-Йорке на Генассамблее. Нас тогда принял, знаете кто? Я тоже присутствовал, там нас 3-4 человека было с ним. Где-то час говорил с ним председатель Совета Безопасности. И, как сейчас помню, француз был Мериме. Вот. И очень такая встреча, они такие довольные были. И помню, что там Шеварднадзе должен был прийти. А у нас был спецпредставитель Бруннер. И он просил, ради бога, вот вы находитесь вот в этом крыле здания, туда не надо выходить, там сейчас Шеварда, но у них свои какие-то дела. Мы же как бы не признаны, а вопрос решался миротворческих сил, там всего. Ну, в общем, мы там находим, там телевизор, и мы все видим, как Джаба пришел. Джаба идет вместе с Шеварднадзе. А потом возмущенный вбегает Бруннер, это что такое? И мы не можем понять, в чем дело. Оказывается, Шеварднадзе первый идет, а вслед за ним вот в такой бабочке, как в казино из битого стекла, представляешь, идет сияющий Джаба. И там, когда увидели, он, и Бруннер говорит, он что думает? Он это казино, что ли? И Шеварднадзе, когда выступил, ни одного аплодисмента не было. Настолько его осудили. А Владиславу не давали для пресс-конференции. И тут же, в общем, дали огромную комнату. И там кого только нет, человек 200, наверное, было. И он, в общем, часа полтора давал пресс-конференцию. Вот примерно то же самое, что там в Москве не пресс-конференция, это подход был традиционный. Но это вообще было выдающееся событие, конечно. Он там выступил очень здорово. Какие-то основные тезисы, может быть, какие-то его высказывания, которые оказали впечатление, произвели на публику там, что-то вспомните? Нет, но он говорил о том, что полицейские функции, здесь ситуация совершенно другая там, и так далее. После этого даже подсел к нам посол Германии в ООН, Редсау, фамилия его. И он говорит, а вы знаете Фазиля Искандера? Вдруг с этого. Я говорю, знаем, мы даже дружим с ним. Так, вы его лично знаете? Да, лично знаем. Ну и Владислав, мы, говорит, что смеемся. Да, говорит. Он говорит, вы знаете? Я, говорит, с удовольствием читаю, я изучил буквально все. И я понял, что в Абхазии нельзя вводить миротворцев с полицейскими функциями. И мы, Германия, хотя мы не члены Совета Безопасности, но имеем большое влияние, и мы будем категорически против этого возражать, если станет такой вопрос. Вот прямо там подсел к нам, и так и получилось. Вот. Они как бы дали добро, но это не провели через Организацию Объединенных Наций. Это как бы была спецоперация, уже Россия, СНГ. Там. Последняя поездка у нас была, и его последняя зарубежная поездка, в январе 1995 года в Гааге. Это во Дворце мира была такая встреча, там конференция была. Шаймеев Минтимер был президент, грузинская делегация была. Там тоже интересный момент был, я это рассказывал сейчас, у меня даже сохранился этот текст. У Шеварднадзе был такой помощник Ираклий Мачаварян. И вдруг я смотрю, он выложил какой-то текст, типа «История Абхазии», грузинская версия. Но я начал листать, там, читаю, и вдруг смотрю, там написано, Берия был абхазского происхождения. Я Владиславу говорю, посмотри. И он как пошел на эту тему, потом говорит, видите, Берия им уже не нужен, они решили его нам подать. Но это, кстати говоря, тоже сыграло, вот знаете, очень как-то настолько это очевидно было, вот этот вот блеф весь, вы понимаете? Вот таким путем неожиданным. Он очень многих людей развил. Но там дело в том, что уже была дана команда, там вот, допустим, институт этнологии, Тишков во главе, потом Паин, кажется, был такой советник Ельцина.
Они, по сути дела, все выступали с прогрузинских позиций. Станислав Засимович, как вы думаете, сочетание ума, таланта, духа, не знаю, чувства юмора, может быть, удача, что было, что благоволило, Вот что... вы сказали, вот удача, на самом деле ведь так. Вы понимаете, в чем дело? Вот я когда вот тоже думаю, как-то, вы знаете, что-то вот в этом было с самого начала, какой-то трагизм и драматизм вообще был. Вот брата убили как? Шапиру, милиционер в эшерах, стрелял в одного человека, пуля его прошла и попала рикошетом в брата, и он погиб. Понимаете? Мало кто знает еще историю, что когда Владислав был студентом, его случайно один грузинский чиновник ранил. Он был студентом, они приехали в Бедия село, и там шли раскопки, он был студентом института. А потом устроили в конце раскопок там хлеб-соль. Там такой Ткибучава был директор колхоза, а другой его брат Ткибучава был директором школы. И вот такая там, говорят, беседка была, в общем, сидели они, стол накрыт. И приехали из Очимчири какие-то чиновники, там, комсомольцы, там, из райкома, короче говоря. И в момент, когда пиршество, один из них достал пистолет, выстрелил, начал стрелять, а там беседка такая была, и пуля рикошетом отлетела и попала Владиславу в ногу. В общем, уже тогда как-то было кровопролитие, потом это дело замяли, там быстро ему перевязали Какое ногу. такое символичное событие, да? Еще, конечно, один момент был, мы же сидели с ним рядом, вот где сейчас находится Абеги. Но это, в принципе, здание, он сидел там, где Нестор Лакопа сидел, в этом кабинете. А я в соседнем, как первый зам сидел. Это в период Верховного Совета. Да, это уже после войны, это где-то 94-й год. И в это время выстрел, бах, думаю, что такое. Оказывается, это охранник, этот Гембер, по неосторожности зашел, у него Стечкин пистолет выпал, представляете? Выстрелил, попал в потолок, в пол, потом еще куда-то. А на стуле, Владислав сидел отдельно, на стуле висел пиджак Владислава. И пуля прямо пиджак продырявила, понимаете? Вот такие вот необъяснимые какие-то вещи. Он, кстати, страшно переживал вообще по этому поводу, что вот так произошло. И у Гембера, и... То есть он понимал, что это, видел какой-то сакральный смысл в этом? Но он вообще ведь, знаете, как вам сказать, мифологией занимался. Вот он изучал абхазские традиции, все это же не случайно все. Вот Ачандарское святилище. Он этому очень большое значение придавал. Очень большое. Есть еще история о том, что Владислав Ардзинба пообещал Богу, что если удастся выиграть войну, то он принесет в жертву белого бычка, на котором не будет ни одной черной волосинки. Это байка или это действительно было? Это не байка, это же было. Это же было после войны. Туда поднялись, поблагодарили. Вот. Но, как говорила моя бабушка, я тоже ему говорил, с этим делом осторожно надо быть, потому что моя бабушка очень хорошо эти вещи все знала. Она всегда, я помню, когда я как-то по имени назвал святилище, хотел, она говорит, в ту сторону никогда не показывай, не называй, так не делается. И вообще, если есть возможность, ни по-хорошему, ни по-плохому, лучше не обращаться. А обращаться можно только в самом крайнем случае. Вот это был самый крайний случай.